В октябре исполнилось 180 лет с того дня, когда город наш посетил Александр Сергеевич Пушкин. Был он, конечно, не только в Казани, но понятно, что мероприятия все проходят так или иначе в столице. В Казанском Кремле до ноября еще будут идти пушкинские дни. По городу проходят интереснейшие экскурсии, поскольку мест, где побывал Пушкин, всего-то за пару дней немало. Пушкин, как известно, собирал материал для книги о Пугачеве, и вот что он написал по итогам этой поездки. «Здесь я возился со стариками, с современниками моего героя, объезжал окрестности города, осматривал места сражения, расшифровывал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону». Что же произвело впечатление на Пушкина в нашей стороне? Об этом Маргарита Петрова. Балы Александр Сергеевич любил, но в Казани на это у него времени не было. Поэт много гулял и общался. Тем не менее, 180 лет с тех пор, как в городе принимали курчавого мага, отмечают именно так. Это не занятие в школе старинного танца, а награда активным, находчивым и любознательным победителям пушкинского квеста. Казань – это исторический город, я мало знаю исторических мест, мне охота было именно пройтись по ним. Я читала также про восстание Пугачевское, и интересно было, где и как это происходило, где дома горели. Люди разных профессий, студенты и школьники прошли по казанским следам солнца русской поэзии и даже встретились с его современниками. Знакомьтесь, Александра Андреевна Фукс. Продолжить знаменитые строки – одно из заданий квеста. Попутно игроки узнают, что в доме ее супруга, известного в XIX веке в Казани ученого, краеведа Карла Фукса, Пушкин провел целый вечер. Беседовали об истории края, науке и, конечно, литературе. Вот и каждому участнику игры приходится стать пиитом. Дождь моросит на мокрый асфальт, падает лист и слышится свист, словно играет альт. На самом деле рифмовать может каждый, просто надо послушать себя. И дождь вокруг. На руках у каждой команды карта. На ней отмечены места, где побывал поэт. Побеждает тот, кто пройдет все точки первым. Даже текст задания написан изобретательно. Например, на этом участке нужно стать спиной к 12 колоннам. Тогда можно увидеть 2 сквера и небольшую улочку между ними. Если по ней спуститься, то можно встретиться с великим химиком. Это, конечно, Бутлеров, могут догадаться участники. И дальше все в том же духе. Готовиться к этой игре организаторы начали за месяц. Говорят, на квесте не заработать. Это больше удовольствия для себя и участников. Возможность одновременно и повеселиться, и погрузиться в историю. Такая концепция всех этих игр, что историю знать не надо. То есть человек может прийти с нуля, ничего не зная, но при этом в конце игры он действительно будет фактически специалистом по Пушкину в Казани. Например, узнать, что в 1833 году в Казани было около 45 тысяч жителей. Или что между главным и вторым корпусом Казанского университета стоял богатый дом купца Леонтия Крупенникова. Встретив Александра Сергеевича, смог рассказать только общие сведения, поэту и так известные. «Я таскался по окраинам, по полям, по кабакам», пишет Пушкин жене. Из архивных документов он знал о роли рабочих Осокинской мануфактуры в пугачевском движении и об их борьбе с властью. Именно это и привлекло поэта в Суконную слободу. Вот типичное здание, в каких в XIX веке располагались питейные заведения. В конце Армянской улицы, сейчас это Петербургская, находилось сразу несколько таких. 180 лет назад, по крайней мере, был Горлов кабак. То есть это место. Горлов кабак свое название получил из-за звонкого пения сукончиков. Кстати, здесь, в Пугачевщину, их угощали вином. Кого именно искать, Пушкину подсказал Баратынский. Старик 60 лет, среднего роста, коренастый. Бабин Василий Петрович, конечно, он не был участником, потому что ему на 1833 год было 60 лет, и на те события, годик. И через воспоминания, через разговоры своих родителей он рассказал о тех событиях, которые были. И Пугачева он называл Петр Федорович, то есть Петр III, Петр Федорович. И понятно, что суконщики находились в очень напряженном состоянии по отношению к Осокину, владельцу. Они ведь после этого писали петицию на имя Николая I. И разговорить мог Пушкин только в кабаках.
После Александр Сергеевич осмотрел старое здание суконной фабрики, поднялся на Третью Шарную гору, сейчас это улица Калинина. Известно, что там поэт немного побродил среди остатков старого армянского кладбища. Свой второй день в Казани Пушкин снова начал с окрестностей, на этот раз с Царицына, там находился штаб Пугачева. Отсюда открывался в то время, можно представить, 180 лет назад, достаточно интересный и широкий вид на Казань. То есть он видел Кремль. Был поэт и в деревне Троицкая Нокса. Тогда на месте этих деревьев стояла ветряная мельница, которая была разобрана еще до революции. Именно отсюда пугачевцы отправились брать Казань. Здесь он выступил ярким представителем как краевед, как ученый, как человек, который своими глазами, своими очами хотел видеть это действо, которое разыгрывалось в его воображении. В Троицкой Ноксе Пушкин провел полдня. Обратный путь лежал через Арское поле. Кстати, в 19 веке здесь жилые дома стояли во врагах. Тягостно выглядел и Кремль. Стены полуразрушены, всюду следы от снарядов. Тем нагляднее он увидел место, где после ареста содержался Емельян Пугачев. Сначала в подвале здесь, а потом, здесь. Это как черт в тюрьму. Тема странствий легла в основу выставки, которая открылась в Кремле в честь знаковой даты. На время своими сокровищами поделился Санкт-Петербургский музей Пушкина. Среди почетных гостей один из потомков классика – барон Александр Гревенец, который живет в Тунисе. Барон Гревенец. Von Pushkin, yes. И That is my right name. родился с Пушкиным. But I don't use this name for the moment because сейчас it's я a little too long for me. не пользуюсь длинным вариантом своего имени. Everybody knows Sasha. Просто Саша. В экспозиции портреты, рукописи и личные вещи. Их сохранилось совсем немного. Например, в этом же лете поэт вполне мог бродить по Казани или обедать в доме Ираста Перцова, где после играл свои любимые шахматы. Кстати, сохранился секретер, за которым Пушкин-исследователь обрабатывал казанские впечатления. Он же был здесь всего лишь 2 дня, и так далее. Естественно, только что он здесь работал. То есть так говорят Баратынские, у которых он был в гостях, это естественно. Реликвия стоит в музее Баратынского. Поэты творчество друг друга очень уважали. Но дом Энгельгарта, в котором Александр Сергеевич гостил по приглашению Евгения Абрамовича, сохранить не успели. Особняк находился на нынешней улице Карла Маркса. Чуть жива и гостиница Дворянского собрания, которая первой приняла прославленного путешественника. Отреставрировать памятник федерального значения еще несколько лет назад поручил президент Татарстана. Сейчас, наконец, разрабатывается документация проведения работ. Вовремя успели, пожалуй, только с домом Фукса. Гостиные, которые наверняка помнят поэта, вскоре вновь смогут принять гостей. Маргарита Петрова, Роман Безменов, Михаил Кусов. 7 дней. Ну и в завершении программы